О событиях к этому часу вам расскажут корреспонденты информационной службы телеканала «Грозный». Бюстик Халшо, здравствуйте. Восхваляя лучшего из людей. Все благодаря Всевышнему Аллаху, что Он выбрал нас и нам разрешил нам провести такие мероприятия. Республика отметила день рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Экоинспекция нового министерства. Есть даже план на это проведение рейдовых мероприятий. Власти начинают войну с мусором. Успех силовиков злодеяниям Гакаевых положен конец. Я думаю, что это самый лучший результат, что может быть от 2012-2011 года. В Веденском районе ликвидированы главари бандитов. Чечня отметила день рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Основные события происходили в центральной мечети Грозного. Великая благодать Всевышнего, именно так называют происходящее жители республики. Особенно ценна для мусульман выставка святынь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в сердце Чечни. В торжествах, которые начались с праздничного салюта, принял участие и глава республики. Полная хронология событий в сюжете Алхазура Керимова. Со вчерашнего дня не прекращается поток людей в центральной мечети Грозного. Десятки тысяч жителей республики, многочисленные гости хотят увидеть реликвии, связанные с жизнью пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Основные события, посвященные дню рождения посланника, да благословит его Аллах и приветствует, начались сегодня рано утром. Ровно в 6:40 небо над Грозным было озарено праздничным фейерверком. В это время в сердце Чечни прибывает глава республики вместе с зарубежными гостями. И нам разрешил нам провести такие мероприятия, честь рождения нашего пророка, и есть люди, которые служат Всевышнему и служат и помогают тем людям, которые хотят получить удовольствие от тех вещей, которые они хранят и хранились во все времена и передавались предкам. И сегодня благодаря Шейху Хаджи Ахмаду нас приезжали в республику. Это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И сегодня мы празднуем день рождения нашего пророка. И вот собрались люди с вчерашнего вечера. До сих пор мы видим, как люди получают удовольствие, баракат из Дагестана, из Ингушетии, из других регионов России, даже из-за границы должны приезжать сюда. В то время как глава Чечни общается с людьми, собравшимися в мечети, голос муэдзина оповещает о наступлении времени утреннего намаза. Все, Рамзан Кадыров и известные во всем мире богословы вместе с остальными верующими встают на коллективную молитву. Аллаху Акбар. Альхамдулиллахи Раббил Аламин. Новость о том, что Грозный объявлен центром празднования дня рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, стала подарком для всех жителей республики. Тем более, что в эти дни в Грозный были доставлены самые ценные для каждого мусульман святыни. وكان لا يظهر أثر قدميه على الأرض ويظهر أثر قدميه صلى الله عليه وسلم على الصخرة الصماء. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün sıfat şekudar şun elcihediyen bir kusumna. Peygamber bu oktamı cahlet nihatun hiyat inda kulştayatır şun. Sun inda neştoglah hiyat inda doğuşa marhiyat şun lehçelik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lehçelik kuğular gutsayolar şun. Tulk تحت الفوق للبوشي ودرشن بيمر صلى الله عليه وسلم شيء إيه حدك دال دويش درشن يبوش ورشن شيء حلقاتك قريتين بيمر صلى الله عليه وسلم خزر لقش عامل وش بيشد دوزر قرآن جح بيدخل دشتر بيمر بيش آيات وش بيشد وش عامل وش دوزر إذا بيمر توقت ولا يوزر بيزر وشني صلى الله عليه وسلم الله ديري ديوخ شاعر وقت بيركي بروي حال بيركي در بيمر عليه الصلاة والسلام دير ريز وشكي بر بيمر ويزكو صلى الله عليه وسلم فيستوش
ويتمسرنا دوش ودوشدلو لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فيمر يشوف فوق دالوي هي بيورش سيلا ورش ويقر ديك دالش خصيش ويقر هونك دالش سنتيح نزلوش ويقر ديك بيدات سنوش هي بيورش ويقر هونك دالش خلقيش هي بيورش يشو يشو بس الوجه الله داله قوم العلم هرمجلس هربلك يتهربوش خيتر بس الوجه الله داله تسبيقا بوين ويبيضا صلى الله عليه وسلم تنسيدولش أصحابش تنسيد يوزولشنا يلشن يوزولشنا هربوسو بدين بحن دوش أهل حبه دين بوشارن لا ديك تسبيقا بويلق عبان من بوش بوش ويديشنا وينانوشنا ويشيخشنا داله ديك تسبيقا بويلق هربوه ووشا دوخن وشوشو ويدير بيه بچعنا لا ديكت بيه قبسانا ويلا اشتا ينخل ببچع ينخل دوشل غنها نقوة دين اجهينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم توسو يدير تفوق بيجنا خدقي نشكشن آله لا ديكت بيه قبويلا علم تدخل فقه الوقع علم تدخل له دير ديقع دخل خلخل والشو ويبچع دينا أحمد حجين قيت بغير وجه الله تعالى شي خزق والشرط والأنخية مشاه تنكشت على قويلة دائما ذلك تبيق مش المصارنا قويلة اشتا وترجعوا برقة قويلة الغربة مجلس مير ذلك تبيق قويلة. Восхвалять посланника, да благословит его Аллах и приветствует, и надеяться на милость Всевышнего. С такими мыслями приходят люди в сердце Чечни. Свою любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, они выражают чтением маулида в его честь. Некоторые гости в нашей республике впервые, однако все они наслышаны о тяжелых испытаниях, через которые прошел чеченский народ. Особенно в вопросах изучения и распространения ислама. И теперь приятно удивлены происходящим. شوفوا عرب ولا غولي ما دوش تحن متيا تحن مفكحة ضام الدنيا جوال شو ستوش عيرنا إيش تقلع ترشدوش نرهوش بايمر وسبش دنيا جو تحن متيا خلا لا شيء جينا لا الله أكبر وإلى العظيم أقري حلقة بايمر صلى الله عليه وسلم دنيا جوال دزدي لك بخاصتي لك ويدير الله الله كنت أقري حلقة أصبعي من صوت لك ويدير الله ويما تسبش مولد بيشر يستكل يبدأ الخصهم دقوق شوصتك يعالم ستك ولا حديك تخيط شيخو كنت أجي ويما تسبش مولد بيشر يديك بيد عبدو آلا نقريز واتاني يديك يبدأ الكلهم دو آلا نقريز واتاني ويما تسبش مولد بيشر خصد الدول تعالي
До самого рассвета в главной святыне республики слышны проповеди о жизненном пути лучшего из людей, да благословит его Аллах и приветствует. Гости выражают благодарность и уважение Рамзану Кадырову и всему чеченскому народу за такое рвение в изучении религии мира. Дуа – это момент истины, когда сердце верующего открыто перед Всевышним, когда он просит Аллаха о милости и прощении, надеясь только на его милость. Мольбой завершает свое пребывание в мечети и участники торжеств, посвященных дню рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Прочитав дуа, председатель Совета улема в Индии делится своими впечатлениями. ديقل خلق أم دشو تنية شو خلر بحندلش صبرت شو خلر بحندلش ديل تعور دشت وشق دشو لا إله إلا الله بوشتلش دشت وشق دشو إدوش بحندلش ديقل خلشو بيمر صلى الله عليه وسلم يزر بحندلش ديقل خلق أم دشو كل الجزاء من قحة ملا علما أغوان شوي الشلزام يهرت حبوش ناخا بيمر خيستش صلى الله عليه وسلم مولد يشر إددز در بدعة لورش كل لقدالهم دو إز نوش استوي إز بوش تحت خرطون شيوت سردوت بقدح چون بو تان شو سن ووش خيتر اشتن بيمر خيست ور إوزور هر ددز در بيمر سنة تشون هر بيمر أصحابش ديل رئيس خلسان سانت إحبال الشعر إلش وزوش إخستوش حبيان خلبوش بون نعبوشون هر هو بيركتي حولح إلش خستورح إوزورح إويزرح شو ميلدو دال مولاديق الخلчар خردخشو. Алхазур Керимов, Магомед Аздаев, Ислам Бакаров, Аха Кантаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. И сегодня ко времени полуденного намаза почетные гости Чеченской Республики вновь собрались в центральной мечети. После совместной молитвы, совершив обряд зикр, известные алимы начали собираться домой. Вместе с ними в Объединенные Арабские Эмираты отправляются и реликвии, кроме 3, которые будут храниться в Чечне около года. Это фрагмент сорочки посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, подошва обуви, принадлежавшей его дочери Фатиме, да будет доволен ею Аллах, и прядь волос лучшего из людей. Они остаются вместе с чашей пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в сердце Чечни. Кортеж с остальными реликвиями направляется в аэропорт, гостей провожает Рамзан Кадыров. Во время прощания один из шейхов передал главе республики в знак уважения свою накидку и сувениры. Рамзан Кадыров вместе с соратниками и богословами оставался в аэропорту, пока воздушное судно не поднялось в небо и не скрылось за облаками. Redan Lindal ner där man delar ner upp på Madonna den kväll det bystan bilden av aksjana is på en gjort av en viser gustaks och sen där har jag där har då nister die schiller då bilden av gjort adana och marka bild på låtsas snahan då på jag med min khilla sen där har mo khilla där och hur det sker den bild på hur det då han var ett och på jag med det som man så då när då det så تنا هو دعانا دقول بان باه بنا راح يقدر ناخن دعان تنا دعانا إسنا بيدا يتسيس أتران دعانا هو دين دعان ليرنا وشيخ غير دعان أحمد دعان سيق على دعانا بيامر دعانا بيامر أصحابي دعان ده زمره ده لسه دعان بيامر دوزل دعان تال ديلين تال دعان تأخذ تي مس يشتري دعان بيركت شتري دعان شو دعان تحدش دعانا تانشلن نقطة شوح وما الدان تعيلن دان في اللي قالوا الدان يو نقطة شو دان هو شل خوي سريوش دان هو شل دان حمش دعوش حياة دان شيء أحسن بدأ بهم خلر دان إذا دان هو بوصلنا عن بق دان إس بوند أجي يبتدي دان أمر دان
مش مخ على دون دوك سيل الدزل دون دوك عيلم سنا دون سن شي دليل ستوش دون بوخ بوش دون دو بيش هي مشبو سن تران هينتي وي دون ماجشوح بيامل اجر بيامل يع دون دير سكول دون ماتشي اي دون بيامل دون دير سما دون كوتش دون اي دون كوسوك دون تشاين سي دون بيامل كاد دون دير سما دون وماجشوح دون يورشو ناخن سي دون دي تان هذه الدالس دون باخاب داخل يتسي شو دون Zo'n uit dan. When die zeggen wordt Duits, die gaan het eboot wordt naar dan, ten dan, diet dan, isbah dan, daar en goed los dan, allemaal toch nog zoiets dan. We is dan, شرح koos dan, mesje dan, ja en goed er jo, maar het betahi urban dan, عيدنا dan, is dan bij maar niet aan dan, buusna is قادنا dan, we mesje hai en dan, is nagaan nog dan, is het er daar maar is dan nagaan predia dan, is het strand dan, zeg in als je een gadget dan, iemand alle eraan dan, na je daar maar is Здесь же Рамзан Кадыров рассказал о значимости месяца Рабиуль-Аваль для каждого мусульманина. Почитание этого времени года – знак большой любви к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Это показывает и празднование Мавлид ан-Наби с участием виднейших богословов мусульманского мира. is geloos dan tanwawi en dan die boekboot dan dan saad dan wel met die goosboot naar borg halot dan in het internet juwelish in dan zucker dashboard naar en zucker boek goed zo staan saad dan lush naar gelgeven mold boek goed zo muzriat boek goed zo lush naar dan is shalir sisa hoe dan ajit daar boot en daar lush goed saad want als daar shaad dan اجري حال ده صلوات دلش دان پیامبر دان دل نک شاخلش دانه پیامبر دان خستی نک دان شیت اخوات نک دان دیره کلیش هور لامد اتحق دوش يعني تقع دان وي دان يقع دان ايوه نبي دان وي دان اور استخلش دان وي لامد او بخلص استخلش وي دان اخ دان نا دان دوچ دک دان صبح بوچ شيء نش دان üç dağına peygamber zamanında dün dağdan güçlü hırladı dağın peygamber dersen var üç bey için saat 15 belki yılsman el dağın boş hadis tutur var el dağın der Resul dağın su üç dağın sen de 10 bin hırladı dağın Hasan Hüseyin sen de 10 bin hırladı dağın boş hadı xavarij üç bey inti boş bu ser dağını düç dağ haber boş ve sen عندك az da üç tashkil dağın mal dağın yeşe dağını hudu peygamber xiyaslar peygamber dağın صلوات دل بو مريك شلات وبشارك مسوما دون peygamber dağın صلوات دل بو ويدون peygamber dağını يفزخلر iz تسوي اني على القران دوس تشتغل ولا ما تشتغل مسوما بوخ وي خاص تاخذ وي peygamber مسو peygamber زي ودون دون حب عيد قوي اذا peygamber دون واحد دون وي تاع مسا وزن الشعب دي دون شي دعوا شي دون مسو ملك اولى تعاود لا مو على هاو يقن شي دعوا دون جبر ملك قطع ضغي شو متى دا شي تبي دون وزن peygamber دنيا شباب ده مو خاص ودات وي دون اخ دون مو خاص وروات وي دون دا مو مسو ادمي برد يقوي مسو ادمي نيسون يقوي دا دون وي برت خلي دون وي برت بيبو دون زود دون وي دون واحد الدنيا مسو متى قران شوح peygamber سنة ديال سمر واحد دون بوخ بوسن وي حال يلوش دات بوخ بك دون حال القيت لا شنو دنيا شو دون بوزا بوش علم لا بو دون دنيا شو علم لا حباخ بوش بوسنا شيك دون وي دون رسمت ادخل الاسلام ودخل شيء فتوى دليل بلا دون شو سن علم خوش متكيات دون شيء واحد حال دون شيء دعوه دون فتوى لش ارجزاتي دون اسلام كي سمين ارجزاتي واحد حال بوش علم نحبو دون سندل دون وي دوتش دك شي بوختي دون دون الله نيس دون يا دون تا دون تشين يو تشي نيس دون ديال القران سي peygamber dağın sünneti habboş ya bu inya veler bir bu çağ bir bu xız bin tabin dağın tekuşna dağın orang wabil bu dağın Самая успешная спецоперация этого года. Сегодня стало известно о ликвидации братьев Гакаевых и еще нескольких бандитов. Напомню, они являлись одними из самых жестоких и опасных преступников. Они причастны к многочисленным убийствам и террористическим актам. В Веденском районе продолжают работать силовики. Слово Мадине Якубовой. Разработанная стратегия, успешная спецоперация, хороший результат. Известные банглавари Муслим и Хусейн Гакаевы уничтожены в Веденском районе. Рамзан Кадыров в интервью журналистам отметил, что среди убитых боевиков есть и эмиры пониже рангом. Сегодня вот священный день, вот день рождения пророка, саллаллаху алейхи вассалям, вот нам вот, Аллах, вот, знаешь, вот
подарил такой подарок, что вот, дал возможность уничтожить тех людей, которые убивали наше духовенство, там, милиционеров наших, ну, так можно сказать, всех самых из лучших людей. На них там столько преступлений, сколько даже нужно будет там часами посчитать, сколько они совершали преступлений. Одни из тех преступлений, которые они совершили, это убийство алима, религиозного деятеля, имама из СНЖ Абдулваида. Это 27 террористов, которые они, камикадзе, которые они, ну, как скажем, готовили, и они были подорваны сами, они себя подорвали, убивая мирных жителей в нашем регионе Чеченской Республики. Это дети, которые в Веденском районе, когда ночью они обстреляли машины, вот, убили несколько детей, там, женщин, целые семьи, так можно сказать. Этих людей, так, даже не людей, этих шайтанов во главе с Гакаевым, Хусейном и Муслимом были они уничтожены, вот, полную, в целом группу уничтожили. Это 12 человек. Вот, один из них у нас, так скажем, сам пришел в плен, и он все нам рассказывает и рассказывал. И на этом у нас операция не заканчивается. Мы полностью должны очистить горы. Горы у нас это, так скажем, экономическое самое выгодное направление. Поэтому мы больше сделали в этом году акцент, так скажем, на природу и горные части республики. Мы в ближайшем будущем еще должны провести несколько операций. Я думаю, что у нас будут очень хорошие результаты. Это тоже продолжение этих наших, так скажем, специально подготовленных мероприятий. Я очень рад, что сегодня мы успешно провели совместно со всеми структурами республики, и ФСБ, МВД, Министерство обороны, со всеми совместно мы провели такой мощной, хорошей операции. Да, у нас не без потерь, у нас 2 погибших и 6 раненых. Но раненые, которые они в строю, это легкие ранения, а погибшие мы им поможем. Уже я дал поручение, чтобы им выдали для начала по 1 000 000 рублей, и раненые получат вот, денежные средства, помощь семьям. А так, я очень рад, что сегодня их логове, вот это почти на границе с Грузией, там, с Дагестаном, вот, где они готовили базу, там же мы их достали, там же мы их уничтожили. И остальных, если они не появятся, так сказать, повинными, тоже ждет этого. Гакаев Хусейн Вахаевич, 70-го года рождения, уроженец Наурского района. Среди участников банд подполья больше известен как Дунга, эмир села Элистанжи и так называемый министр внутренних дел Ичкерии. С 2001 года находился в федеральном розыске. Его брат Гакаев Муслим Вахаевич, 73-го года рождения, больше известный как Мансур. До 2010 года являлся лидером самостоятельной бандгруппы, после был заместителем своего брата Хусейна Гакаева. Обвиняются в терроризме, посягательстве на жизнь сотрудников правопорядка, в умышленных убийствах и в совершении ряда других особо тяжких преступлений. Глава республики заявил, что среди ликвидированных уже опознан Абусупьян Джабраилов по кличке Пилек, который являлся главарем бандгруппы и был причастен к серии тяжких преступлений. Он отличался особой жестокостью, убивал мирных граждан, религиозных деятелей и сотрудников правоохранительных органов. Джабраилов разыскивался органами внутренних дел. Рамзан Кадыров отметил, что уничтоженные сегодня в Веденском районе братья Гакаевы были более опасными главарями бандитов, чем Дока Умаров. Умаров, это вот так, у нас был Радуев такой же самый, там, больше болтает, там, он ничем не занимался. Вот, кто совершал преступления, реально убивал мирных граждан, это были братья Гакаевы, это всем известно. Это. И я, если даже сравнить там вот всех групп, которые есть у нас в Чеченской Республике, там, и даже на Кавказе, вот это самые вот, одиозные такие были шайтаны. Я думаю, что это самый лучший результат, что может быть вот 2012-2011 года, знаете, и даже после Басаева там, это лучший результат. Почему? Потому что они даже больше убивали, чем Басаев. Басаев в свое время, это начало 2000-х, там, 2001-2003 года, они убивали с группой Садуева, там, Гириханова, Мангериева, они убивали
раньше мирных жителей. А после них вот появился братья Гакаева, которые просто давали поручения, просто напугать людей. Вот есть мулла, убейте его, есть директор школы, убейте его, есть просто женщина, которая там даже вообще не причастна, она родственница какого-то там сотрудника милиции. Убивайте, чтобы люди боялись. Вот у них была такая тактика, чтобы напугать население. Это у них не получилось, у них никогда не получится напугать чеченский народ. Чеченцы всегда... У них первая задача отстоять семью, честь, достоинство. Поэтому с нами может считаться. Напугать нас никогда не получится. Поэтому мы с удовольствием сегодня говорим, что это очень большой, хороший результат. Интенсивные мероприятия по поиску, блокированию и нейтрализации участников НВФ в Веденском районе проводятся уже вторые сутки. Рамзан Кадыров в своих выступлениях и ранее неоднократно заявлял, что злодеяниям Гакаевых должен быть положен конец, поскольку эти главари в течение многих лет совершали особо тяжкие преступления. Проведенная операция является результатом оперативной работы, которая выполнена совместными усилиями сотрудников различных силовых ведомств. С первых дней находятся в рядах НВФ, мы за ним бегаем очень много. Они не раз уходили от нас, и реально они вот так стратегию войны хорошо изучили у них, потому что в свое время был муслим агентом, был нашим, он сам убивал, сам подставлял всех эмиров, и после этого там изучил все ситуации, там, по-моему, их напугали они его, потом он ушел с ними, поэтому, ну, они реально были хорошие подготовлены, они знали местности, и поэтому трудно было доставать их. Вот, и я лично проводил несколько там спецмероприятий, и, ну, такую успешную, вот, как сегодня, не получилось. А кто командует это? Командует это на месте проведения спецмероприятия находится наш командир полка, полк имени Ахмад Хаджи Кадыров Усманов, герой России, по позывной «Джихад», и с ним начальники милиции Курчалойского района, Веденского, Наджуртовского района. Там, и все, это сектор, мы определили сектор Курчалойский, Шалинский, Наджуртовский, Аргун, Гудармецкий район, мы Веденский распределили всем. Вот. Это первый сектор у нас, и в этом секторе старший у нас назначен был Усманов. По данным пресс-службы главы правительства, поддержка в проведении мероприятия оказывалась администрациями населенных пунктов и местным населением. Спецоперация в Веденском районе будет продолжаться и дальше. Мадина Якубова, Ибрагим Налаев. Новости. Наша съемочная группа также работала в Веденском районе. Самые последние данные о спецоперации чеченских силовиков в репортаже Луизы Андиевой. В район проведения спецоперации приехал лично глава республики, где его ждали руководство МВД и начальники подразделений. Уже в Веденском отделе внутренних дел Рамзан Кадыров лично поговорил с Исламом Темишевым, который сдался сотрудникам во время проведения спецоперации. 23-летний Темишев входил в бандгруппу Хусейна Гакаева с 2008 года. С 2010 года находился в федеральном розыске. بوصل تكن ويدنا رأيهم باخر روشن دان شيء مختير ناهم بوصل دين إيش بوصل دين نسيت شو ديش ها؟ سامع سيدنا. ده خزيخ مش مخين عضان. يمدي ناس ما تدري. Глава региона в недоумении, что могло заставить молодого человека поддаться лжеидеологии, почему сожаление приходит уже в полиции, и что вообще может быть общего с таким бандитом, как Муслим Гакаев, который известен своей жестокостью по отношению даже к мирным людям. ده عندك بابا ده يعلم بيوم ما ده هو جدي بابا مسلم لا يعلم بيوم مدة نضحنا بيان سو ده لا كلام ده شو بقى الناخ يوم ما صار عبد الواحد إرستنجر دان شو بينو دان قرآن شتاق وش شرير دان جين شتاق وش ذاك أميك أتدان ما بي نان دوز على ما بي أشتان تيجي يرجع على كنترولين تينوش داك دبرن توقع عدتي بس ما قرأت بيرسك ده ممكن يجي من بيرس تيجيشتان شو ميلدين يجي ديال أي ورث دان تيجي يكوي شو أي ورث دان مين نحبه إشتان تيجي نحبه دان ساعة دوتشان حند عطوان بيشر بيوخم ده خور صعيح بالوان روح ده أي مورد دان بيش نحبه إشتان استجدان عضوات سود عودري ويش خزينة مال ويش ها استجداد وكذا وشايت بس ويش خزينة كذا هو هذا عضوات هم دين الشكل هذا
az bolbe folyton de. Volt se wala sen wala de na alseti don das fara de bo na broton Abdullah don. Вам сахарит я валил das кида. Рамзан Кадыров отмечает, что в основном бандиты вербуют молодых людей из неблагополучных семей. К примеру, вот этот так называемый эмир селения Листанжи. Магарби Исаев, осознав свою ошибку, окончательно решил сдаться правоохранителям. Во время проведения спецоперации в прошлом году добровольно сложил оружие. С тех пор Исаев активно сотрудничает с правоохранительными органами. وده ولا ما ولا إنه عزيمة عارف إنه هو أي واحد عن صدايرنا ميتشك نانا دايرنا ديت شو ده شحن جوانا. Подробностями спецоперации с нами поделился командир кадыровского полка Вахид Усмаев. Ущелье, где они сдалось, где запрятались, чтобы туда спуститься целый день нужно было. Вот сухар гябер, как муслим зан запись, а да, شادون كورشلوسك رويان وعاوين دون شو قارك حنش حلا حكاس دال كورشلوسك نشارك بليتي دون يغزوان شاحل وروي خايتن إذا تقعدون دادن زي قارك شو حنشو دون يزوجن بين زي بقى بين شيء يعني شو واضح كده. Успех спецоперации, отметил Усмаев, во многом достигнут благодаря взаимодействию всех силовых структур республики, в особенности горных районов. Поиск других членов бандгруппы продолжается. Луиза Андеева, Ясмина Гацаева, Муслим Пицаев при поддержке пресс-службы главы и правительства. Новости. Все ради детских улыбок. Детский диагностический реабилитационный центр посетили сегодня сотрудники Министерства по делам молодежи. Девочкам подарили куклы, а мальчикам машины. Ну и самое главное здесь, конечно же, это внимание и забота. Сюжет Зайнапы Малатовой. Благодаря лечебному массажу у детей снимается спастика, другими словами, расслабляются мышцы, что очень важно для детей с диагнозом ДЦП. Массаж – обязательная часть лечения. Теперь чеченские врачи применяют новую методику, которой их обучили китайские коллеги. Массаж очень большую роль оказывает в лечении неврологических заболеваний. У кого высокая спастика, снижается спастика. У кого сниженный мышечный тонус, повышение мышечного тонуса. Однозначно массаж идет в комплексной терапии, чуть ли не на ведущее место он занимает. Сегодня в детский клинико-диагностический реабилитационный центр поздравить детей с благословенным месяцем Рабиуль-Авваль приехали представители Министерства по делам молодежи, а также первый заместитель министра Замира Джабраилова. В начале праздничной встречи алимы прочитали Мавлид. По поручению главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича ни один центр социальной реабилитации, поликлиники, дети этих центров не останутся в этот месяц без подарков. Мы ездим к детям-сиротам, больным детям, раздаем подарки. Для мальчиков машины, куклы девочкам, а также диски с российскими мультфильмами, которые переведены на чеченский язык. Подарки достались всем, как и пожелание выздороветь. Мы все знаем, какое огромное внимание уделяет глава республики Рамзан Ахматович детям с ограниченными возможностями. Сегодня к нам в центр приехали представители Министерства молодежи во главе с Замирой Джабраиловой, которые привезли всем детям подарки. Они уделяют огромное внимание нашим детям по всем праздникам, приходят с увеселительными программами, с развлекательными программами, с подарками к нашим детям. А тем, кто не смог выйти из своих палат, Замира Джабраилова сама принесла подарки. Дети очень обрадовались. Некоторые даже не хотели отпускать гостю. Другие отблагодарили как могли стихами. Повидали мушку, побросали книжки, мышку не смогу запустить на урок. Зайнап Малатова, Халид Маусаев, Тамерлан Арсулукаев. Новости. Продолжаем выпуск. Делегация Духовного управления мусульман Чеченской Республики побывала в Сочи. Цель визита – встреча с местной чеченской общиной. Здесь обсуждались вопросы духовно-нравственного воспитания чеченской молодежи, проживающей в Краснодарском крае. Также делегация встретилась с представителями городской администрации для налаживания более тесного сотрудничества. Как отметили гости, чеченцы, где бы они ни находились, должны соблюдать традиции и устои предков.
Nog je ziet dan is dat heel hard moeilijk dat ook dan dat is gewoon nachwoch dan dat je wel zien dan wat zo maar zo hoe je heel hard moeilijk zo ik ben dan zeg dan zeg moet zijn bootje maar hoe is die ons hier dan hoe als je heel dat ze hoe ik het moet zo nog had dat gym doet je dan wat dat je als dat is wat je is dan van historie. Далее гости и представители чеченской диаспоры прочитали мавлид, приуроченный к священному месяцу Рабиуль-Аваль, восхваляя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Религиозное мероприятие, приуроченное ко дню рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, провели и перед администрацией Натеричного района. Чтобы принять участие в зикре, здесь собрались имамы населенных пунктов, глава сельских поселений, муфти района, а также местная молодежь. Руководство муниципалитета поздравило собравшихся с этим священным для всех мусульман праздником. Также имамы рассказали молодежи о жизни и деятельности лучшего из людей, приводя примеры из священного писания. Также малоимущим семьям здесь было роздано мясо жертвенного животного. Наука и религия. Интеллектуальная игра на эту тему прошла в Центре молодежных и детских общественных объединений «Перспектива». 4 команды из вузов столицы приняли участие в игре на знания. Она проходила в 2 тура. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, побеждает. Правильный ответ. Мы обязательно будем проводить такие же игры, и в будущем мы также проводили их всегда на различные темы. Всегда студенты остаются довольными, потому что соревнования между собой проявляют какой-то свой энтузиазм. В Чеченскую республику прибыл генеральный почетный консул Италии в Южном и Северокавказском федеральных округах Пьер Паоло Лодиджиани. Он намерен провести встречи с представителями Минпромэнерго, Минсельхоза и Минспорта Чеченской республики. В ходе деловых переговоров планируется обсудить возможность сотрудничества между бизнес-структурами Италии и южных регионов России по 3 направлениям. Это сельское хозяйство, если быть точнее, агропромышленный комплекс, энергетика и туризм. Напомню, договоренность о сотрудничестве между сторонами была достигнута на Международном инвестиционном форуме Сочи-2012. Сегодня мы, Министерство промышленности и энергетики, Министерство сельского хозяйства, Комитет по туризму и принципиалы в целом обсуждаем те вопросы, по которым точки соприкосновения и где мог бы оказать методическую, практическую помощь в привлечении инвестиций, реализации совместных проектов на территории Чеченской Республики. Мы должны развить наши отношения экономически, культурно, дружеские отношения. Нам поставлена эта задача. Для Италии, Северный Кавказ – это приоритет. Поэтому, говорим так, есть регионов, где мы давно это начали, есть регионов, где мы сейчас начинаем. И Чечня – это один из регионов, который в данный момент входит в наш приоритет. Несанкционированным свалкам объявлен бой. Сегодня представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды посетили Чернореченский дендросад. С учетом того, что 2013 год в России объявлен годом охраны природы, к этой сфере приковано особое внимание. Сюжет Ахмеда Джабраилова. На первый взгляд эта местность ничем не примечательна, но это пока не подъедешь ближе. Груды бытового и строительного мусора. Территория чернореченских лесов вдоль федеральной трассы М-29 нуждается в срочном вмешательстве лопат и веников. Как признаются торговцы фруктами, которые развернули свой бизнес прямо рядом с дорогой, мусор здесь выбрасывают каждый день. По данному факту независимым экспертом Министерства окружающей среды и природных ресурсов составляется административный акт. Но эта работа, как показывает практика, должна быть регулярной. Периодически есть даже план на это проведение рейдовых мероприятий, проведение практических работ о недопущении нарушений, загрязнений
и других видов леснорушений. Ну, как вы видите, сами, вот тут минимум месяц нужно, чтобы столько мусора забрать. Ну, это... До сих пор это не видно было, да? Ну, упущений видно явно, надо работать над этим. Грозненский дендрологический сад носит имя главы республики. Природный объект, который призван формировать у граждан стремление заботиться о растениях, сам находится в плачевном состоянии. Даже строительство здания, которое начато еще в 2010 году, так и не было завершено. Но и в этом деле наметились сдвиги. Лем Абубакарович Магомадов начал обход своих заведений. Первым он посетил, где мы сегодня находимся, дендросад, и остался крайне неудовлетворен работой нашего ведомства. Вы сегодня видите, действительно имеется здесь ряд нарушений. Вот первое, это зеленая зона, где зеленая зона категорически запрещает какие-либо дополнительные силы или какие-то техники. Некогда живописнейший уголок природы с его уникальными родниками – государственно-биологический заказник. Без регулярного ухода может превратиться в свалку мусора. Плачевный опыт уже есть. Знак, предупреждающий об внушительном размере штрафа за незаконный выброс мусора и о том, что установлена видеокамера на этом участке, не помогут. Кардинально изменить ситуацию могут только сами граждане, изменив свое отношение к окружающему их. Ахмед Джабраилов, Магомед Аздаев, Рустам Саламов. Новости. И на этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Адикелш.